Это внеплановое видео, в котором я расскажу о закрытом клубе «Трезожники» и почему тебе следует туда попасть как можно быстрее и как можно раньше для тебя. Во-первых, что такое закрытый клуб? «Трезожники» — это комьюнити людей, которые связаны с тем, что убирают от себя вредные привычки. Убирают, либо убрали. Это те люди, которые непосредственно заинтересованы в том, чтобы убрать навсегда от себя алкоголь, сигареты, наркотики, долги и все связанное с вредными привычками. Это люди, которые зашли и находятся в этом клубе, по сути, всю жизнь. Только если сами захотят оттуда выйти. И вход платный по той причине, что, во-первых, у нас в жизни ничего нету бесплатного, а самое дорогое это то, что именно бесплатное, потому что там нету цены, и то, что тебе говорят, что это бесплатно, ты на самом деле платишь там двойную, тройную цену, а то и более. Во-вторых, стоимость входа является фильтром для людей, которые не решили еще убирать от себя вредные привычки, но подумывают об этом. Когда оно бесплатно, оно очень легко принять решение. Когда это платно, то тут уже определенная фаза, определенное ощущение, определенное самочувствие себя, когда ты входишь в такое комьюнити. Потому что когда у тебя денег нету, очень легко убрать от себя вредные привычки. Тебе не за что их купить. Можно еще влезть в долги, но они тоже, как правило, ограничены. Когда ты оказываешься, по сути, у разбитого корыта, и у тебя вообще ничего нету, то логичным подходит решение убрать от себя вредные привычки. Но, к сожалению, эти вредные привычки убираются ровным счетом до тех пор, как появятся деньги. Потому что появление финансов равно решение всех проблем. В краткосрочной перспективе так кажется, конечно. На самом деле при умножении идет проблем, да, потому что таким образом ты получаешь еще больше денег, получаешь доступ к еще большим возможностям создать себе проблемы, и идешь спокойно их создаешь. Так вот, употребление продолжается или быстренько начинается именно тогда, когда появляются деньги. И поэтому это определенное состояние человека, когда он может на эти деньги пойти вредные привычки себе. И он этого не делает, и идет, покупает вход в сообщество. Покупает вход в сообщество людей, к которым он стремится. Такими, каким он хочет стать. То есть те люди, которые убрали от себя вредные привычки и живут своей счастливой жизнью, стремятся к этому. И когда ты выходишь из своих вредных привычек, вокруг тебя окружение, у которых, собственно, те же самые интересы, которые у тебя есть на сейчас. И ты в моменте понимаешь, что тебя окружает, но для того, чтобы попасть сразу в то окружение, о котором ты мечтаешь, понимаешь, что оно тебе нужно, для этого прекрасно становится понятно, что для этого нужно пройти, чтобы прошли годы. А я собрал таких людей на протяжении 5 лет, собирал и дальше продолжаю собирать, окружать себя такими людьми, которые уже сейчас ведут тот образ жизни, о котором ты мечтаешь. И я даже не имею морального права пускать к таким людям тех, которые сомневаются в себе. Но представь себе ситуацию, ты приходишь и говоришь: я сомневаюсь, переубеди меня. А
кому интересно тебя переубеждать. Каждый занимается своей жизнью. Каждый устраивает свою жизнь. И тут сообщество по интересам, по улучшению своей жизни. Понимаешь? Когда у тебя денег нету, когда у тебя пустые карманы, когда ты на дне, очень легко убрать от себя вредные привычки. Потому что тут, по сути, все создано для того, чтобы ты уже дальше не мог продолжать или не могла продолжать. Как только появляются средства, мгновенный откат происходит. Вот поэтому вход платный. Вот поэтому вход будет со временем подниматься в цене. Каждый раз будет подниматься в цене. Для того, чтобы все выше и выше был порог входа. Ты можешь сказать, но как же так? Ведь надо давать шанс людям. Именно поэтому и нужно повышать порог входа. Именно поэтому. Ты же не задаешься вопросом, когда несешь свои деньги в магазин, в супермаркет, барыги. В общем, отдаешь деньги за свои вредные привычки. Там все очевидно и понятно. А когда тебе нужно 100-ую долю заплатить, а может даже меньше, один раз заплатить, чтобы вот это все убрать, то мозг начинает тебе выкидывать аргументы. Да, ну это не так уж и важно и тому подобное. Здесь я сразу удовольствие получу, а тут еще непонятно. Очень легко общаться с человеком, который на дне, который реально понимает всю свою проблематику полностью. Он окунулся с ног до головы, и уже неизвестно какое количество пробило этого дна. И с ним легко. А человек, который находится еще в процессе, у него аргументы есть, там какие-то размышления о пользе и тому подобное. На это я не считаю, что нужно вообще тратить свое время. Я вообще не считаю, что нужно тратить свое время на что-либо, то, что тебе не интересно. Вот, допустим, мне интересно продолжать заниматься сообществом, потому что я с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом, с каждой минутой, секундой понимаю, что улучшаю сообщество. Ненужные отпадают, а нужные приходят. И я понимаю, что с таким сообществом, когда ты понимаешь, что у тебя есть место, где ты всегда можешь подчерпнуть мотивацию, где ты всегда понимаешь, что ты свой, какая бы у тебя ситуация в жизни ни происходила, когда ты в кармане просто имеешь доступ постоянный 24/7 к сообществу единомышленников, то это реально многого стоит. Это непонятно, когда ты не находился в ситуации, когда ты этого лишен. Но это очень становится доступно и ясно, когда ты убираешь от себя что-либо. В общем, меняешь свой образ жизни как-то. И в этот момент, в том устоявшемся образе жизни, который был до этого, у тебя будут доноситься какие-то голоса о том, что ты не прав или не права, что ты неправильно действуешь. И у тебя закрадываются сомнения. Когда ты сам с собой наедине, ты прекрасно понимаешь, что тебе нужно в этой жизни, чего ты хочешь. Возникает вот эта вот ясность, понимание. Но как только ты пускаешь внешний шум, то ты перестаешь осознавать, кто ты, что ты, для чего ты. И когда этот внешний шум, он такой целенаправленный, постоянный, то в какой-то момент очень легко подменить свое «я» на этот шум. И тогда ты уже не принимаешь решения,
а действуешь в парадигме, заданной тебе. Вот я когда создавал сообщество, я же много раз пробовал разных вариантов. Я делал социальную сеть, создавал разные каналы, телеграм-каналы. Они в итоге, даже, скажу не так, все то, что я создавал, отовсюду я брал то, что получается. И в итоге это все трансформировалось в то, что есть на сегодня. То есть ты можешь подумать еще, посомневаться там в течение месяца, работает это, не работает. Ну, в течение там года ты уже точно будешь понимать, что работает, а что нет. Почему 95% стартапов закрываются в первый год? Но это та критическая точка, которую проходят меньшинство, потому что в этот момент как раз заканчиваются бюджеты, силы, мотивация, и тогда, то есть можно было на мотивации тянуть долго, да, занимая там по всем знакомым и незнакомым, а для того, чтобы дальше заниматься своим делом каким-то. Но в течение года, если не будет никакого прорыва и будет понятно, что это не работает, только забирает деньги, да, силы и тому подобное, возврата нету, то там просто физически дальше нет смысла этим заниматься, да и не сможешь ты это дальше тянуть. И дневник утра я этот канал открыл уже более 5 лет тому назад. И все это время я тестировал, подбирал, смотрел как лучше. В итоге это все превратилось в трезожники. Вот. На фоне этого всего родилось такое сообщество. И вот уже получается, что на сегодняшний день это уже отработанная, понятная система, которая, когда человек разберется в ней, то у него все получается. Все же просто, я тебе объясняю вот реально прям на пальцах. Первое, заходишь в сообщество, получаешь доступ к трезожник методу. Метод для тебя, если непонятно, что это путь. То есть я, по сути, взял и расписал свой путь, что получилось у меня. У меня же тоже не, как и у всех, собственно, не простая история, как я пришел к тому, что у меня получилось убрать. Если бы у меня получилось легко убрать, то я бы никогда бы не задумался над созданием канала там «Дневник утра», над сообществом «Трезожники». Но я прошел по этому кругу не один раз, и в какой-то момент у меня появилось понимание, что нужно для того, чтобы получилось убрать от себя. Как вредные привычки, как достичь любой цели. То есть это ж, по сути, этот метод, он применим к любой цели. В целом, так если взять. К любой задаче. Принцип, он один и тот же. Вот, ты заходишь в сообщество, получаешь доступ к методу. Первое. Ты слушаешь вступительное видео, где полностью от и до, оно там чуть меньше 3 часов, полностью от и до, понятным языком рассказано, как будет улучшаться та или иная область, что нужно будет сделать. То есть это такая теоретическая подготовка, где ты просто вот слушаешь, хоть ты можешь каждый день это слушать, оно даже на подсознание, безусловно, действует, потому что ты себя окружаешь этой информацией. Следующий этап – это фундамент. Фундамент трезожника, где есть простые, короткие вопросы, на которые желательно дать простые, по возможности, не короткие ответы. Ну, там уже по необходимости, там, от ясности, что как оно у тебя там будет более комфортно для тебя работать. В конце, в течение там часа, как правило, это, если вот так сесть, и в течение часа можно это сделать. Если это растянуть, там в течение 2-3 часов.
садишься, отвечаешь на вопросы. Ты получаешь, по сути, свой фундамент, на который ты опираешься. Что такое фундамент? Это не что-то такое непонятное. Это, к примеру, вот у тебя есть убеждение относительно алкоголя, да, или сигарет, в общем, относительно любой вредной привычки, на которой ты опираешься. У тебя там есть иллюзии, да, там, мне там хорошо, я там чувствую себя спокойно после этого, там еще, на самом деле это действительно иллюзии. Есть на канале видео 16 алкогольных иллюзий относительно алкоголя. Вот посмотри, они там от и до. Все рассказано, все понятно. Если были какие-то сомнения, там все эти темы затронуты. Оно не длинное, но такое насыщенное. Ты опираешься на иллюзии на самом деле. К примеру, ты считаешь, что там ты делаешь выбор относительно там, употребления алкоголя, сигарет, наркотиков. Но на самом деле ты этот выбор не совершаешь. Выбор сделан за тебя. То есть не было такого, что было какое-то место, в котором был или была ты, и не было там никаких вредных привычек, а тут бах, и такое у тебя понимание, что вот хочу алкоголь, или каким-то образом ты его для себя открываешь и начинаешь употреблять. И до этого у тебя есть в данном случае два варианта. Первый вариант — это жизнь до, и второй вариант — жизнь после. Вот в данном случае действительно ты можешь сделать выбор, потому что у тебя есть и то, и то. И тогда ты совершаешь выбор. А в данном случае те вредные привычки, которыми ты обладаешь, они тянутся из твоего еще детства, еще до рождения, как правило, это. До твоего рождения, там, твоими родителями, в общем, воспитателями, окружением, оно уже было, понимаешь? И поэтому ты изначально, относительно, допустим, алкоголя, уже сразу было понятно так: если праздник, надо пить, если торжество, пьем, если плохо, пьем, если зарплата, пьем, если там похороны, еще что-то, тоже пьем, но везде пьем. Или те же самые сигареты. Если перекур, то он перекур, значит, отдыхаем, типа курим, да? Вот. Если сильно устал, то надо перекурить, покурить, да, потому что якобы силы добавляются, на самом деле не так. Если нервничаешь, то надо покурить сигарету, успокаивает. Тут нарушена цепочка событий, на самом деле наоборот. Сначала ты нервничая куришь, потом ты начинаешь из-за этого нервничать, и так по кругу зацикливается. И таким образом ты думаешь, что забываешь о том, какая была первая очередная причина, и потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты начинаешь на самом деле нервничать, и курево помогает тебе успокаиваться. Вот, то есть это вот такие убеждения, на которые ты опираешься. И нужно простроить тебе новые убеждения. Типа, если я тебе начну рассказывать о том, или кто-либо, что вот твои убеждения вот такие, это неправильно, потому что все мы люди разные, у всех ценности разные, и то, что будет ценно для меня, для тебя это может быть не иметь никакого значения, и наоборот. Поэтому тут важно, чтобы была гибкая система. Поэтому в данном случае ты свой фундамент выстраиваешь не потому, что кто-то как-то выстроил, и ты пытаешься сделать так, как у него это получилось, а ты выстраиваешь и относительно своих убеждений, там, которые ты новые простраиваешь, относительно там, твоей жизни, там, твоих желаний, твоих целей. То есть, если честно отвечать на вопросы, ты в конечном счете получаешь хороший, качественный фундамент, на который дальше опираешься. То есть ты дальше будешь понимать, что
Вредные привычки по факту тебе несут только убытки, только разочарования, только потери, да, вот. И глобально задача метода показать тебе ту другую жизнь, в которой ты придешь, в которой ты окажешься, и вот тогда ты уже сделаешь выбор свой, понимаешь? Окончательный выбор относительно будешь дальше продолжать обладать вредными привычками или не будешь. Следующий этап — это без фундамента невозможно и без изначально принятого решения по входу в сообщество. Это челлендж 30 дней. Это когда ты каждый день получаешь по одному простому заданию, которое необходимо выполнить. Тебе необходимо выполнить, не мне, безусловно, тебе. Ты за эти 30 дней улучшишь свою жизнь по всем фронтам, по всем направлениям. Поймешь свои увлечения, то, что тебе нравится. Пройдешься по здоровью, самое главное, то, что игнорировалось все это время. В общем, представь себе такую комнату захламленную, где куча пыли, паутины, в общем, бардак. И ты смотришь в эту комнату и думаешь: давай не сегодня, давай завтра. Завтра приходишь, и опять то же самое, давай потом как-то это приберусь, потому что сама мысль о том, что какой тут беспорядок, у тебя просто возникает панический страх, да, от этого всего, и ты понимаешь, насколько это все бессмысленно. Бессмысленно предпринимать какое-либо действие, потому что, вряд ли что-то изменится, а силу так взять, комнату убрать сразу нет. Я тебе так не говорю, не надо сразу заходить делать. Просто мы забываем об этой комнате, а я тебе говорю, так, смотри, у нас сегодня первый день, мы сейчас берем вот так веничек и быстро по уголкам пробегаемся, паутину снимаем, все. И на сегодня ты молодец, ты красава, молодчинка просто. Иди отдохни, попей сока, погуляй, вообще, в общем, классно проведи свое время, свой досуг. Все остальное потом. Все у нас в процессе, никуда оно не денется. Второй день приходит, а мы теперь берем этим веничком и начинаем пол подметать. Все остальное мы не обращаем на это внимания. И ты уже на второй день имеешь убранную, комнату от паутины и грязи, да? Подметенной грязи. На следующий день я тебе говорю: смотри, эта комната, наверняка тут есть что-то ненужное. Задача на сегодня выбросить все это ненужное. И просто вообще не парься, выбрасывай и все. Большая половина комнаты уже убрана, или может вообще вся комната убрана, потому что хлам вынесен. Понимаешь? А потом мы смотрим, так, давай зададим контуры этой комнате, посмотрим, что ты вообще от этого хочешь. Просто походи сегодня и подумай, чего ты от этого хочешь. И ты целый день просто ходишь: так, я хочу тот компьютерный стол, или тот компьютер, или тот телевизор, или диван, или книжки, или еще, в общем, создаешь себе видение какое-то. И так мы постепенно, маленькими шажочками к 30-му дню получаем комнату твоей мечты. И дальше у тебя есть выбор. Это то ключевое, к чему это все. Ты становишься перед этим выбором. Все, я тебе помог, я тебя подтянул, я тебе помог создать твой фундамент, я тебе задал определенный настрой этому всему, помог разгребсти всю эту комнату. И дальше говорю: смотри, дальше выбор за тобой. Ты молодец, до сегодняшнего дня все сделано как нужно. Мы получили результат. Дальше тебе необходимо принять решение. Либо ты возвращаешь все как было, и дальше будет только все ухудшаться в этой комнате. Либо ты идешь наводить порядок дальше во всем доме, во всей квартире. И тут ты становишься перед выбором, где нужно тебе выбрать.
Либо ты возвращаешься обратно, опять в тот хлам, опять в то депрессивное состояние, либо ты уже на этот фундамент дальше просто начинаешь выстраивать свою жизнь на этом всем. Я тебе вот так привел эту аналогию, чтобы было понятно, что будет происходить с твоей жизнью. Плюс ко всему, у тебя всегда есть соседи, к которым ты можешь обратиться в любой момент, в любой непонятной ситуации. Ты приходишь и спрашиваешь: друзья, а соседи те, которыми ты сам хочешь стать или сама хочешь стать? Ну, собственно, те, к кому ты тянешься. Считаю, что, знаешь, как... представь, ты живешь в каком-то неблагополучном районе, а тут тебя переселяют есть возможность пойти жить в новый крутой дом с видеонаблюдением, с безопасностью, с лифтом, вообще все чистота, красота и окружение в этом доме тех богатых людей, к которым ты понимаешь, что в целом никогда бы не дотянулся, а ты можешь теперь с ними общаться, можешь просто с кем-то договориться на кофе, на чай, пойти попить, спросить у него, ты можешь пойти спросить совета, и он с удовольствием тебе, будет у него время, подскажет, расскажет. Это, собственно, чат. Это, собственно, то окружение, к которому ты можешь всегда обратиться. И если вначале ты тот, который нуждается в этой поддержке, да, когда обращаешься, тебя поддерживают, то потом, спустя время, ты становишься тем, от кого с удовольствием воспримут эту мотивацию, если у тебя будет желание этим поделиться. И когда у тебя есть план действий, четкий пошаговый план действий, с результатом понятным, то есть тут не то, что там, знаешь, что-то эфемерное, непонятное, вообще что-то такое, что нельзя как-то померить. А здесь конкретный план действий. Ты по нему следуешь и приходишь к четкому результату. Челлендж 30 дней тот же самый. На протяжении 30 дней ты выполняешь все вот эти вот задания, задачи. Твоя жизнь с каждым днем улучшается. На 30-й день ты получаешь то, что ты хотел, либо хотела, но ощущение того, насколько это далеко и неизвестно, как к этому прийти, тебя прибивало на место в секунду, и ты сразу же возвращался или возвращалась в ту жизнь, которая была у тебя. Или есть, допустим. Вот это есть сообщество трезожники. Когда тебе нужно убрать от себя вредные привычки, поставить жизнь на поток, когда ты приобретаешь, а не теряешь в употреблении с вредными привычками, ты постоянно теряешь. Ты даже не можешь этого ощутить, потому что уже настолько это вошло все в режим, что момент приобретения тебя просто пугает. То есть тебя пугает, когда может быть просто хорошо. Пугает. Потому что ты понимаешь, что в употреблении после вот этого очень хорошо будет такой жестяк. Просто никому даже не пожелаешь, да? И не передать словами. Вот. Вот это вот сообщество трезожники, в которое чем раньше ты попадешь, тем будет лучше для тебя. Это как покупка акций, как покупка, не знаю, биткоина. В общем, инвестиция в какой-то актив, который, вот знаешь, когда ты инвестор, ты понимаешь, что такое актив и почему этот актив будет расти. И у тебя, когда ты все проанализируешь, ты, инвестор, понимаешь, что, очевидно, что это то место, где ты не потеряешь, а в инвестициях одно из важнейших правил — это не потерять, сохранить. Да, а уже потом, если ты нашел такое место, где ты можешь не потерять, сохранить,
что вопрос о там приумножении своего капитала, он как бы сам собой разумеется. Вот. То есть ты находишь место, инвестируешь в себя, в место, в котором ты ежедневно приобретаешь. И люди это часто, даже не часто, а в большей массе это настолько недооценивают. И, сейчас я тебе приведу в пример. У человека, который находится в употреблении, у него не стоит вопрос, покупать ли сегодня там алкоголь или сигареты или еще что-то. Очевидно, что да. То есть это его основа, это его фундамент. Если так взять типичного, там, это, значит, у него основа выпить вечером или днем, или, там, утром. Основа купить сигареты, поесть, там деньги в семью, там одеться, обуться, за собой посмотреть за здоровье, это все уже не важно. Вот основа это вот это вот алкоголь, наркотики, сигареты, долги на это все, чтобы были эти все вредные привычки. Вот это его основа, вот это его фундамент. И он живет в ощущении того, что все, что его окружает, это факт, это как данность. То есть то, что он может ходить, это данность. Это само собой разумеется. По-другому не может быть. То, что у него там не болит печень, почки, то, что у него там по здоровью более-не-менее он может жить, это нормально. То есть он не знает, как по-другому. Но в этой всей теме дело в том, что когда ты реально начинаешь чувствовать, что что-то не так, в большинстве случаев уже поздно. То есть уже буквально чуть-чуть и смерть. И только тогда становится понятно, что такое жизнь, как это важно ценить, почему это важно ценить. Да, пока ты можешь подняться, тебе не интересуют какие-то моменты, что ты можешь когда-нибудь не подняться. Будет и будет. Мы не все не вечны, как там говорят. Какая разница, мы все умрем и тому подобное. Вот. И такой человек, он живет в рамках, что день есть, и слава богу, а там как-то будет. Но дело в том, что такая жизнь, она недолгая. Вернее, знаешь, как сказать, вот этот вот промежуток времени, когда вот такое происходит, он относительно всей оставшейся жизни не такой уж и долгий. То есть, скажем, он будет там 10-20% всей остальной жизни, но остальная жизнь, там 80%, это будут муки, мучения и в болезнях и тому подобное, либо стараться запить, закурить эту всю боль и тому подобное. Либо от безденежья скитаться и опять же, там всю жизнь класть на то, чтобы от стакана до стакана, знаешь, типа такого. Вот. Но я про другое. Я про то, что если ты понимаешь, что тебе нужно поменять свою жизнь, если тебя такое не устраивает, то вот тебе выход из ситуации. Это выход из ситуации. Ты должен в себя инвестировать. Ты понимаешь, что у тебя больше никого нету. Ты основа своя. Ты можешь опереться на себя, ты можешь поддержать другого. Хорошо у тебя, хорошо у других. Плохо у тебя, плохо всем остальным будет вокруг тебя. Тебя будут избегать, от тебя будут прятаться и так далее. Трезвость – это, во-первых, путь одного. Потому что ты все это время, когда ты знакомишься с собой, знакомишься со своим «я», воспринимаешь его, вот это время ты и жизнь всю ты начинаешь направлять, фокусировать на себя. Вот поэтому оно и называется там трезвость, путь одного. Это не означает, что вот ты ни с кем не будешь общаться. Это означает фокус только на тебя. 95-98% всего внимания это на себя. Это на себя. Сейчас я тебе скажу, у тебя, скорее всего, дай бог, чтобы там было 1-2% фокуса на себя, все остальное идет куда-то. Куда-то идет.
ты себе там ничего не оставляешь, стараешься отдать всем остальным, но по факту ты себе ничего не оставляешь. Но это не так. Если ты находишься в употреблении, ты все на себя как раз-таки и тратишь. И это тоже не в финансах все исчисляется. Потому что, убрав от себя вредные привычки, у тебя придут какие-то мысли, мотивация для того, чтобы пойти там начать развиваться, начать строить там свое дело или там найти какую-то работу высокооплачиваемую, пойти приобрести навыки определенные. И тем самым ты увеличишь свой доход. Ну, скажем, ты до этого зарабатывала там, не знаю, там 10 тысяч, а тут начнешь зарабатывать 100 тысяч. Если зарабатывая 10 тысяч, ты на себя там тратил или тратила, скажем, 5 тысяч, да, допустим, образно, неважно какие цифры, там 5 тысяч, то с новой работой или с новым делом спустя время ты на себя будешь тратить 70 тысяч, 80 тысяч, окружению своим близким отдавать там 15, 20, 30 тысяч. И тем самым ты якобы и себе больше внимания уделил, да, больше на себя денег начал тратить, инвестировать, и тем самым и своим близким начал больше помогать. Но когда ты находишься вот здесь, во вредных привычках, тебе кажется, что это 100% всего. А на самом деле, если это убрать, то это 1% из того, чего ты можешь достигнуть. Сколько таких историй? Вот была машина, квартира, там бизнес, значит, семья, появились вредные привычки, все пропало. Да, это легко потерять, но это не так сложно снова заработать. Почему все идет потеря этого всего? Смещается фокус. Фокус вначале был на приобретение, а потом фокус пошел на потерю этого всего, на приобретение вредных привычек и пошло все теряться. Это не так сложно потерять все, как кажется. Кажется, вот там все есть, думаешь, там, что такое, как это так, чтобы все это потерять. На самом деле, просто ты не находил еще механизмы потери этого всего. Какие механизмы? Алкоголь, кредиты, игромания, сигареты, там, трава, наркотики. Что-то из этого, там, можно сказать, это что там всего лишь, да, там, не знаю, всего лишь травка, или там всего лишь сигареты, всего лишь алкоголь. Но дело в том, что вот это все, это двери туда, где, собственно, это все и теряется. Затравка начинается более серьезное что-то. Да, я на самом деле много случаев знаю вот таких, где и сама травка решает все. Или сигареты. Да, яркий пример тебе привожу, просто вот сигареты или айкос, или там вот эти все дуделки, как они там еще называются. Привожу пример просто. Вот представь, у тебя сейчас приток сил, энергии, есть пойти настрой и желание что-то реализовать, что-то сделать. Ты куришь сигарету, у тебя эта энергия куда-то уходит. И ты сидишь, думаешь, что я хотел? Или что я хотела? А это, потом как-нибудь. И вот так. То есть вот так оно и делается. Ты думаешь, чтобы там получить большие результаты, для этого многое нужно? Случай на самом деле для этого нужен. Но чтобы этот случай был, для этого необходимо предпринять определенное там количество какое-то попыток. И непонятно, это будет 2-3 попытки или там 103 этих попытки. Или 1000 попыток. Но когда ты живешь жизнью своей мечты, твоей мечты, я не хочу, чтобы эта фраза становилась какой-то попсовой. Знаешь, там, что-то такое непонятное, жизнь мечты. Потому что это так, знаешь, воспринимается обществом, будто это что-то далекое, непонятное. Жизнь мечты — это та картинка, которая у тебя в голове есть. Понимаешь, может, тебе для жизни твоей мечты нужны джинсы черные. Вот я в детстве как-то мечтал
У меня бедное детство было. И я мечтал о джинсах черных. Вот я почему за них и сказал. Вот. И потом вырос, я купил их себе. Вырос потом, я потом еще об этом вспомнил. Это мне было уже 25 плюс лет. Сейчас мне 32, то есть не так давно я начал жить жизнь своей мечты. Вот. Но я тогда засыпал и хотел такие классные джинсы. Вот. И мне тогда этого не хватало. Я думал, вот стану взрослым, для меня будет классно вот так. Конечно, за все это время моя жизнь мечты, она уже преобразовалась, трансформировалась, картинка перерисовалась. Но она, я тебе скажу, перерисовывается, дополняется, вернее, каждый раз, когда я достигаю какую-то свою там новую цель поставленную. Вот у меня там, я прям мечтал, хотел недавно купить кресло, вот в котором я сейчас сижу и записываю этот подкаст тебе. Кресло с таким откидным низом, кожаное такое кресло-массажер. То есть вот я представлял, что в моей жизни должно быть вот такое классное кресло, в котором мне удобно сидеть, я могу комфортно себя чувствовать, и вот я в нем сижу. Или там что, будет в моей комнате там кондиционер. У меня в жизни кондиционера нигде не было. Нет, вот как-то так повелось, что никогда кондиционера не было. Вот. А теперь есть у меня кондиционер. На меня еще и кондиционер сейчас дует. А передо мной еще телевизор. Телевизор, в котором я, смотрю какие-то передачи о природе, о космосе. Я стараюсь не попадаться на рекомендации, в плане того, что там, знаешь, ты в YouTube заходишь и идешь, просматриваешь по рекомендуемым. Вот я в такую в алгоритмы стараюсь не входить, потому что тогда начинает тебя засасывать. То есть я, если что-то включаю смотреть, то я целенаправленно. То есть я, если YouTube смотрю, то только по подпискам, то есть на тех людей, которых я подписан. Если что-то интересное вышло, то я посмотрю. Если нет, то стараюсь в такое не увязываться. Ладно, это другая тема. В общем, я вот сижу вот в таком комфорте, о котором я мечтал. И это жизнь мечты моей. То есть я сейчас в ней нахожусь, вот тебе отсюда пишу со своей жизни мечты тебе подкаст. И, кстати, то, что я сейчас делаю, это тоже жизнь моей мечты. Я тоже об этом мечтал. Я еще 5 лет, когда создавал YouTube-канал, я вот о таком мечтал. Я мечтал о том, что я могу общаться со своим единомышленником, и тебе будет понятно, и я тебе буду помогать. Помогать так, как я хотел бы, чтобы мне помогли где-то в самом начале. Где-то мне и помогали, конечно же. И вот я тебе об этом говорю, что если бы у меня были вредные привычки, то вот эта бы картинка, во-первых, бы, уверен, она не трансформировалась бы до такой картинки, как сейчас. Где-то бы, может быть, на этапе там черных джинс, скажем так, да, я бы ступорился бы, потому что думал бы, делал бы выбор, да, вот, возможно, перед каким выбором ты сейчас стоишь, купить вход в сообщество, где, собственно, целенаправленно точно ты придешь к жизни своей мечты, или пойти купить бутылку водки. Вот так бы я тогда бы сидел бы и думал, да, джинсы это классно, но лучше я сейчас пойду куплю там выпивки себе или пачку сигарет. Понимаешь? Вот. И жизнь мечты, я в ней сегодня нахожусь, и дальше картинка, она прогружается. Дальше я новые вижу для себя горизонты, которые я хочу достигнуть. Но да и пока, вот мне важно, чтобы ты понял или поняла, о чем я сейчас говорю, что до тех пор, пока я не попал вот сюда, откуда я записываю тебе этот подкаст, дальше у меня была пустота. То есть дальше картинка не грузилась. По аналогии с компьютерными играми, да, с играми. Вот так же и у тебя.
ты сейчас на этапе, когда у тебя есть определенная картинка жизни мечты, которой я точно знаю, как прийти тебе. Тебе для этого необходимо войти в сообщество, проявить свое, показать свое намерение. Для меня самое важное — это намерение человека. И я точно понял, что не нужно слушать слова, нужно смотреть по действиям. Раньше мне было я очень много времени тратил на то, чтобы выявить из массы тех людей, которые действительно мои единомышленники, действительно, у которых их намерение соответствует каким-то моим намерениям, что ли. То есть у нас совпадают, наши подходы, и их намерения не расходятся со словами. Это очень важно. Я тебе скажу так, я вырос в том окружении, где слова и действия, они расходятся. То есть человек говорит: я хочу бросить пить, и он не бросает никогда, но говорит постоянно о том, что он бросает. Или говорит о том, что наступит момент, и он много заработает. Да банально, он говорит о том, что получит зарплату и правильно распределит финансы. И никогда такого не происходило, то, о чем люди говорили, и я для себя выявил, что это одна из составляющих бедности. Что бедные люди, они не отвечают за слова свои, как минимум перед собой, потому что их слова не имеют для них никакой ценности. Когда им нужно, они пообещают все, что угодно. Но когда придет время выполнять то, что они пообещали, они наобещают еще кучу всего нового и никогда не выполнят это. Они выполнят, потому что поймут, что это им сошло с рук. И все, и с одной стороны, вроде и общество виноватое, не наказали, не перестали общаться и тому подобное. Я вырос в таком, где слова и действия расходятся, намерения только подкрепляются словами, и я пришел к выводу, что результаты никогда не врут. Результаты и действия никогда не врут. Смотри на результаты. Неважно, что человек говорит, неважно абсолютно. Ты смотри, что по факту у него получается. Он тебе будет говорить одно, а будет происходить по-другому. И суди по поступкам его. Сказал сейчас как из Библии, да? Но это по факту работает. Смотри по результатам. Я очень много ошибался в людях, и не жалею, честно говоря, у меня нет такого, что я разочаровался в людях, иначе я бы не занимался тем, чем занимаюсь сейчас. Я, наоборот, верю и люблю людей, но я понимаю, что определенных людей необходимо ограничивать во их же благо, скажем так, во их же благо, чтобы для них было лучше. Потому что сегодня, знаешь, я его поддержу, где не нужно было поддерживать, а он сегодня или завтра дна из-за этого не хватанет и не сможет оттолкнуться, чтобы выплыть. Поэтому я для себя понял, что вход в сообщество должно быть платное, потому что за все нужно платить. И я еще задавался вопросом себе, какой я буду показывать пример тем же участникам сообщества, если и дальше это будет, это непонятно что. Знаешь, как открытые двери, кто захочет, зайдет, кто захочет, выйдет, такое не нужно. Я наоборот за то, что тебе необходимо, чтобы за твою работу платили. И не нужно бояться этого, понимаешь? Ты умеешь хорошо что-то делать. Проси за это деньги. Или ставь за это таксу какую-то. Это вообще надо выбросить из головы. Это, кстати,
вредные привычки за собой это тянут, что такая вечная вина за что-то, и поэтому хочется постоянно кому-то что-то сделать бесплатно. Бесплатно это плохо. Смотри, объясняю. У тебя хорошо получается, к примеру, там, делать ремонты в квартире. И ты бесплатно это делаешь. Или за очень-очень дешево. И у тебя ты выглядишь плохо. Не накормленный, семья не накормлена, вечно от тебя кто-то требует, минималку, по факту, нужное. Ты не можешь купить хороший инструмент там, для того, чтобы делать хорошие качественные ремонты. Ты не вкладываешь в себя, не вкладываешься в свои навыки, и, соответственно, там не работаешь над тем своим окружением, тех же самых качественных строителей. И живешь в режиме, когда там ты ничего не зарабатываешь, но работу как-то делаешь. Якобы чисто за материалы, скажем так, да, и так, чтобы на проезд хватило. И ты вечно всем недоволен. Постоянно всем недоволен, понимаешь? А кто в этом всем виноват? Ты. Ты виноват. Причина в том, что ты не работаешь со своей жизнью. Ты не хочешь, чтобы твои клиенты были счастливые. Как бы ты изначально на старте хочешь, но по факту это ничего не имеет с реальностью общего. Смотри, вход в сообщество платное, и теперь твоя работа должна стоить дороже. Вот с тех пор, как ты сейчас это услышал, либо услышала. Не нужно мне сейчас ничего платить, не заходи сейчас в сообщество, просто с сегодняшнего дня подними стоимость своих услуг. Подними, если ты на фрилансе, подними стоимость там своих работ, если у тебя свой бизнес, поднимай на 20-30% смело стоимость работы. Улучшай свои инструменты. Если ты работаешь на работе, значит, задача твоя такая: в ближайший месяц брать внеурочные, делать работу, доделывать до ума, делать качественно, быстро, и на следующий месяц приходи к начальнику и говори: я собственно, сделал вот такие результаты, прошу прибавки или повышения. Я знаю, как сделать так, чтобы ты зарабатывал больше. И я сделаю то, а мне за это, дай чуть больше прибавки к этому всему. И если твой начальник увидит, что ты увеличишь его доходы, то он будет первый заинтересован в том, чтобы у тебя увеличивались доходы. Если ты на той работе, где это невозможно сделать, бери подработки. Бери подработки и там работай, но повышай уже свою цену, стоимость. Вот такая задача твоя. Вот такая твоя задача — повысить цены. А деньги, которые будут сверх этого, вложить в себя. Вот тогда через месяц ты придешь в сообщество «Трезожники». Вот тогда ты, как заработаешь, купишь более качественные инструменты, получишь доступ к более платежеспособным клиентам. А я тебе хочу сказать, что ты этого не замечаешь, но эти все клиенты, которые есть у тебя сейчас, уже способны платить тебе больше. Кто откажется от реально более качественных услуг за чуть-чуть большую прибавку к стоимости? Это один из таких важных для тебя заданий, которое нужно выполнить. А был бы я не заинтересован в твоем росте и развитии, я бы сейчас себе втюхал бы какую-то дрянь и пообещал бы, не знаю, чего ты никогда не получишь. Я тебе говорю, у тебя есть сейчас месяц, 2 месяца, спокойно подними цены, заработай на это и приходи. Да, к тому времени уже стоимость входа будет выше, но ты заработаешь больше. И ты точно будешь уверен, ты придешь именно в то место, где находятся те люди, к которым ты стремишься. Плюс для меня важно то ядро, которое сегодня собралось, чтобы оно дальше и было. А если человек заходит и видит, что какой-то мусор там в чате творится,
что, ну, вообще непонятно что, но я бы не хотел быть в таком сообществе. Я бы даже не хотел бы делиться своими какими-то своей мотивацией. Ну, мне бы это было неинтересно. Я понимаю, что я просто свою мотивацию, ну, в общем, то, что происходит у меня, мои достижения, я буду в мусорку писать, и никто это не оценит. Я бы и не писал бы туда. А ты зайди, посмотри на эти истории, вот, тревожные истории, отзывы. Ну, ссылка ж в описании, посмотри. Люди, это пересылаю истории, которыми делятся наши участники. Ну, я просто читаю эти истории, я мотивируюсь этим, меня это вдохновляет. Я знаю каждого человека, который в сообществе, понимаешь? И я знаю каждый, у кого какие были проблемы. Мне там важно, что там человек, помню, как там кто-то там тяжело было бросить там курить, но как только стало понятно, как это работает, все, у человека жизнь поменялась, работа поменялась. Понимаешь? И подходы к жизни. И таких историй, ну, это ж я не придумываю, это факт. Это факт. Я просто в какой-то момент, я не сразу создал тревожная история канал, куда вот перекидываю сообщения от участников. Я не сразу, потому что в какой-то момент я понял, что, я просто не имею права такие истории, ну, чтобы они просто оставались в истории чата. Я хочу, чтобы это люди видели. Потому что я такими историями когда-то, я не знаю, то были фейковые истории, не фейковые. Я заходил и... Я не помню даже, может... Я не помню, где это я читал, но читал, как у человека меняется жизнь. Ну, то есть, как человек там употреблял, а потом не употреблял. И я так в это верил, я не знаю, это была правда, неправда, какие достижения были у людей. А здесь, я по факту вижу, что это правда. Просто нет смысла человеку писать неправду, потому что, это так не работает. И я понимаю, что это реальные люди, это реальные истории, и это закономерность. То есть это не то, что раз случилось, и там раскручивается из-за непонятно что, а это факт. Факт. Вот. Может ли каждый из это сделать? Не каждый. Да не каждый это может сделать. Понимаешь, то, что ты сейчас слушаешь, и дослушал или дослушала до этого момента, это является определяющим. Вот это является определяющим. Кому это не нужно, он просто... Ему в рекомендации никогда не попадется на том же Ютубе такие вот видео, понимаешь? Он даже не будет знать о существовании таких каналов. Кому это не нужно. А кому это нужно, и ты сейчас дослушал или дослушала до этого момента, так это твоя история. Это про тебя, понимаешь? То, что мне не интересно, я не смотрю и не слушаю. Может, я даже уверен, что есть столько всего, о чем я даже не имею сейчас понятия. Я даже не подозреваю, что такое существует, но в будущем меня это заинтересует, и я там узнаю о чем-то, о том, что всегда было, я просто в моем инфополе этого не существовало. И для тебя это логичный следующий шаг, как next level, да, переход на новый уровень. Это не просто, знаешь, слушать мотивашки, а реально что-то сделать с этим. Людей, которые хотят убрать от себя, тоже много. И очень много тех, которые ничего не хотят сделать с этим. То есть они вечно бросающие. Люди, которые вечно бросают без... просто они в какой-то момент, вот, знаешь, по примеру приведу, возьми любую свою вредную привычку. То есть когда-то у тебя ее не было. Вот когда-то ее не было. Но сегодня ты это воспринимаешь как факт, который с тобой есть, и будто бы не было никогда такого времени, когда не было.
То есть, ты воспринимаешь это как данность. И вот, к сожалению, люди входят в такой режим, когда они входят в режим вечно бросающих, когда они просто идут в этом коридоре. То есть, раз в какой-то промежуток времени выпить или покурить, в общем, вернуть эти свои вредные привычки в жизнь, и потом опять вернуться в коридор, когда он на протяжении 2-3 месяцев какого-то периода вновь не употребляет. То есть и вашим, и нашим. Но это не мне об этом судить, но просто этот человек делает же себе хуже тем самым. Потому что он делает нормой постоянно бросать. Понимаешь? И чтобы такого не было, то следующая логичная цель — это что-то поменять в жизни. Если ты не понимаешь, до сих пор не пришел к тому, как это работает, то пожалуйста, тебе решение. То есть логичный следующий шаг сейчас — поднять стоимость своих работ, заработать деньги, купить вход, и причем это же доступ пожизненный. Твой доступ будет пожизненный, на всю жизнь. То есть будут добавляться новые материалы, новые участники, новые истории, новые курсы. Ведь это для тебя будет все бесплатно. Ты сейчас войдешь по определенной стоимости, через какой-то промежуток времени в 10 раз будет дороже стоимость, а для тебя все то же самое. Только за это, и это не самое главное. Я почему так акцентирую внимание на стоимости, потому что человеку кажется, что это для него очень дорого. Причем неважно, какая стоимость, тут в целом будет очень дорого для него. И я же специально для этого и ставлю стоимость. Для того человека, который не принял решение убрать от себя вредные привычки, для него будет любая цена дорого. Потому что он мыслит в рамках, что он эти деньги может пойти пропить, прокурить, проиграть и тому подобное. Но тот человек, который реально принял решение и хочет убрать от себя вредные привычки, поменять свою жизнь, то именно этот человек заплатит любые деньги. И самое неочевидное в этом всем, что деньги — это мизер по отношению к тому, что в действительности человек в этом всем теряет. Здоровье, семью, взаимоотношения, мотивацию, золотые годы своей жизни, лучшие годы своей жизни. Я тебе расскажу несколько историй, которые в эту копилку. Значит, смотри, первое. Значит, в Харькове, когда я еще жил, мы жили в частном доме возле Южного вокзала, и там снимали у нас квартиранты кто-то комнату, кто-то койко-место. В общем, мы держали квартирантов, сдавали в аренду постоянно. Возле Южного вокзала это норма была, то есть там в целом у всех так, кто этим занимался. И койко-место часто сдается и на постоянной основе, и комнаты. И в основном это контингент людей, которые нестабильные, которые снимают. То есть, как правило, это люди, которые приехали откуда-то, с деревни, и сейчас пытаются как-то в городе закрепиться. История в целом у всех плюс-минус одинаковая. Если вкратце взять, большинство приезжало, первый месяц работало, отрабатывало на работах, получали первые деньги и их сливало. То есть они получали первые деньги и 2-3 дня шиковали, вообще менялись люди, в корне менялись люди. То есть если, скажем так, первый месяц они просто носили маску для того, чтобы понравиться и тому подобное, и как только получали они деньги, сразу же менялось полностью их поведение, и в большинстве случаев первые несколько месяцев они были ключевыми, и они, как правило, возвращались обратно. Потому что они просто не выдерживали. Они целый месяц работают, получают зарплату, в течение 2-3 дней пропиваются, прогуливают и уезжали обратно.
Вот так. Ну, это вот зачастую так было. И были такие постояльцы, которые могли там год-два прожить. И, соответственно, я со всеми общался. Мне там было, то есть это еще школа. Я в школе учился, там какие-то старшие классы. Было интересно общаться, у каждого своя история. И одна история была такая. Значит, мужичок работает на стройке, он мастер, зарабатывает хорошие деньги, но ничего не меняется. То есть, просто чтобы было понятно, вот такой тип жилья, который мы сдавали, это, как правило, перевалочный пункт, если можно так сказать. То есть, следующим этапом логично это когда человек закрепляется, получает какие-то заработанные деньги и идет, снимает уже квартиру, да, там отдельную квартиру. Вот, на первое время, скажем так. А этот, получается, он жил постоянно, уже там на протяжении года, может, чуть больше. И у меня несостыковка была по отношению к нему, что он зарабатывает вроде бы деньги большие, но он постоянно без денег. Как-то раз он взял меня к себе на работу, я попросился на подработку, и я увидел вот полностью его день. Объясняю, как это все происходило. Где-то 10-11 мы там как-то попадаем на объект. И, то есть, это не утро, не то, что там, как правило, когда ты, да, если ты настроен на заработок денег для того, чтобы улучшить там свою жизнь, то ты стараешься начать как можно раньше, а закончить как можно позже, для того, чтобы вот этот промежуток времени, который ты планируешь там физически работать, чтобы его использовать на максимум. 10-11 это значит, что ты выспался, пришел в норму, проспал, может, и там, в общем, приезжаешь на объект. Пока мне там он дал какую-то задачу, там замесить раствор, все остальное, наносить плитку, и он куда-то пошел, спустя время он возвращается, я даже сразу не понял, он уже выпивший, хорошенько выпивший, то есть он пошел, выпил куда-то в какое-то заведение, вернулся, мы там буквально 2 часа поработали, и все, он получил там 700-800 гривен. Для понимания, на то время это большие реальные деньги. Я сейчас просто год сразу не вспомню, но по ощущениям для меня тогда это было, как, скажем, 5 дней так поработать, и ты зарплату, да, месячную получаешь. И возвращаемся обратно, он, собственно, идет, опять же, в заведение, оставляет там все деньги, пропивает и идет домой. То есть, и вот такая жизнь. То есть, сказать, что он не зарабатывает. Нет, он зарабатывает. Пропивает, все пропивает. То есть, он работает для того, чтобы пить. И в его в случае, то получается, если дать мотивацию для человека, для чего это ему нужно, чтобы поменять свою жизнь, да, если он понимает, что ему нужно, у него жизнь очень легко поменяется, потому что у него есть и навыки, и где зарабатывать, и просто нужен стимул, да, поддержка. И был другой случай. Но опять же, нужно решение, чтобы это человеку было нужно. Если человеку, допустим, все устраивает, все нравится, это ж грех жаловаться, да. В таком случае жизнь мечты — это и есть у человека, зачем ему что-то менять. В другом случае был водитель фуры. И это тот случай, когда ты человека просто не видишь никогда трезвым, но и тот случай, когда ты бы не сказал, что он пьяный. Я таких не часто людей встречал в жизни, но это как раз тот был случай, когда непонятно относительно человека, за счет, если бы я его видел, может, трезвым, то, может, как-то по-другому сказал. В общем, странная довольно ситуация. Он работал на фуре, и я понимал, что какая-то изюминка у него есть. В чем-то прикол есть, потому что он вроде зарабатывал деньги, вроде много денег, но, опять же, объясняю, на квартиры, которые мы сдавали, комнаты, которые мы сдавали, на них это как промежуточный этап, но он жил на постоянке. А как-то я взял на работу к себе, мы поехали, и там стало в целом понятно. Там пошел как-то дождь, там колесо пробилось. В общем, особо на фуре я не поездил, но там было 2 таких ключевых момента. Первое — это наливайки. В каждую наливайку, которую мы проходили, он зашел.
пить алкоголь. Второе — это игровые автоматы. Когда я понял, что поиграли в игровые автоматы, и я тогда понял, что он, собственно, вот куда он деньги все свои сливает. То есть у человека алкозависимость, курение и игровая зависимость. Все. То есть он, знаешь, как это было в игровых автоматах, довольно интересно. Были разные автоматы. Есть автоматы, где ты мелочь засыпаешь, а есть автоматы уже более серьезные, которые на ключ. То есть ты на кассе отдаешь какого-то там, скажем, 1000 гривен отдаешь, и тебе приходят на ключ, заводят, так, чтобы ты купюру не засовывал, а просто на ключ заводят, и ты дальше играешь. Там тебе просто, когда ты решаешь снять там свой выигрыш, то просто подходят кассиры и тебе обналичивают это все, если, в большинстве случаев все проигрывают, поэтому никто ничего не снимает. Вот. Если проиграл, то, соответственно, просто развернулся и пошел. И такая история была, что когда мы шли, то он говорил, у него там есть гривен 100 или 150, в общем, денег немного. Когда он сел играть, он потратил тогда 2,5, то есть он достал деньги, которые, я так понимаю, не планировал, тратил, он проиграл все, и это было так, обычно, то есть даже не особо расстроился. И тогда стало понятно мне по поводу его зависимости. Как я говорю, одна вредная привычка, она не ходит сама по себе. Как правило, одна притягивает второе, и это комплекс вредных привычек. Вот. Поэтому вот такая вот ситуация. У каждого, конечно, своя история, у каждого своя трагедия. Каждый возвращает трезвость в свою жизнь, по разным причинам или хочет вернуть по разным причинам. Некоторые никогда не приходят к этому. И если ты сейчас вот это вот слушаешь меня, и ты реально понимаешь, что это не тебе нужно, я тебя с этим поздравляю. Это действительно твой шанс. Это действительно твой шанс. У тебя есть понятная цель на ближайшее время. Это поднять цены на свои услуги, на свою стоимость работ и заработать на вход в сообщество. Да и, собственно, окружить себя теми людьми, которыми ты хочешь стать, построить свою историю и вот эту вот жизнь мечты, которая у тебя в голове есть, как можно быстрее внедрить ее в жизнь. А дальше уже прорисуются у тебя новые картинки. Просто чтобы не было у тебя такого, знаешь, мол, сейчас я одну цель добьюсь, жизнь мечты построю свою, и дальше чем мне заниматься. Вот. На самом деле это только я слышал от людей, которые просто не хотят ничего. Они не хотят ошибок никаких получать, не хотят добиваться ничего. Слабые по-своему люди. Я почему так говорю? Потому что я в себе такие нотки отслеживал, что в какой-то момент я понимаю, там было какое-то достижение. А потом второе дело, когда начинаешь, хочется, знаешь, вот такие голоса внутренние проскакивают, мысли, вернее, проскакивают. Может оставить это, не доводить его до ума, а вдруг не получится и тому подобное. Я у себя это вылавливаю, начинаю искать источник таких мыслей, и, как правило, это все прорабатываю, убираю для того, чтобы не ступориться. Но понимаю, что таких историй я лично слышал очень много, что как там, вот было там какое-то время, вот если бы я тогда то-то сделал, то сейчас бы вот, а вот этого не сделал, поэтому вот так-то и так-то. Вот. А по факту, если бы он это сделал, вообще не факт, что у него что-то получилось бы. Вообще не факт. Даже если у сотен тысяч получилось, не факт, что у него получилось бы. Потому что, как я для себя уже пришел к выводу и точно понимаю, везение — это путь 1000 ошибок. Когда ты или путь 1000 действий, которые дали негативный либо позитивный результат. Да, когда ты пробуешь, делаешь, и в какой-то момент пазл сошелся, и у тебя получилось. Знакомо это чувство, я знаю это ощущение,
И мне очень важно вселить в тебя вот эту вот веру, вот в это чувство, вот это вот ощущение того, что у тебя все получится. И записываю это видео специально для этого, чтобы у тебя было понимание, что у тебя это получится точно, абсолютно точно. Я знаю, когда ты сомневаешься, я знаю, когда ты думаешь, у всех получается, у меня не получается, либо я какой-то не такой, или и так далее. Это нормально, это нормальные чувства, это нормальные мысли, это абсолютно нормально. Но если у тебя есть такие вот намерения, такое желание, ты просто его не игнорируй, потому что оно в итоге сработает против тебя. Мы ходим, подходим к тому, что нам нужно, по кругу, но этот круг с каждым разом он становится все больше. То есть вот ты сейчас подошел к этому решению или подошла к этому решению, и если ты сейчас это решение не примешь и не доведешь до ума, то в следующий раз ты придешь к этому опять же по кругу, но только круг станет больше. То есть, грубо говоря, ты к этому решению сейчас спустя 2 года, год, когда у тебя было последний раз решение подобное, то в следующий раз это будет через 4 года, через 5. И с каждым кругом оно тяжелее и больнее. Ну, иначе бы не было возвращения к этому. Понимаешь, в чем идея? Идея заключается в том, что ты адаптируешься к тому, что у тебя есть сегодня. Ну, как, знаешь, к примеру, ты пьешь алкоголь, и ты уже не паришься по поводу того, что тебя окружение говорит о том, что от тебя перегаром пахнет и тому подобное. Для тебя это уже нормой становится. Но было бы несколько лет тому назад или какое-то время до этого, для тебя это ужас было бы. Или когда в кармане нету денег. Когда-то бы для тебя это было ужасно, а сейчас это привычные вещи. То есть ты каждый раз адаптируешься к более некачественной жизни. Не растешь, не идешь, знаешь, как по волнам, только каждая волна выше, и ты идешь. У тебя предыдущая волна это уже твое дно. А до этого было это потолок, да, и ты таким образом выше прыгаешь. А в данном случае это все на понижение идет. То есть то, что казалось тебе раньше дном, теперь у тебя потолок. И по нисходящей все идет, ниже падаешь, просадка. И на каждой просадке ты адаптируешься к этой просадке, ты уже привыкаешь к этому всему. Окружение заставляешь к этому привыкнуть. Те, кто не привыкают, кто не готов с этим мириться, они уходят, покидают тебя. Вот. Ну и вот, собственно, в следующий раз это будет уже больнее. И это тоже нормально. Это тоже нормально, потому что, опять же, каждый приходит к этому по-своему. Я пришел к тому, что это тоже нормально. То есть не должно быть, что у каждого должно быть одинаково. Вообще нет. И именно поэтому мне удалось убрать от себя вредные привычки, потому что я понял, что сам путь должен быть универсальным. Универсальным, построенным, по сути, есть стратегия, стратегия она одна. Вот. А вот уже какие-то моменты, нюансы, они уже разные. И вот когда я понял, что это нормально, что у меня не получается убрать вредные привычки, так как я где-то как-то прочитал, постучать яйцом по лбу, выбросить и тому подобное, или сходить в церковь, или 21 не пей, не курить, потом ты все, свободный человек и тому подобное. И я когда это принял, я понял, что у меня появились силы. Я понял, что почему силы у меня уходили, потому что я понимал, что я не такой какой-то. Везде пишут в интернетах, что это работает, это нормально,
А по факту я понимаю, что это не означает, что это вообще в принципе имеет что-то общего с реальностью. То есть это какой-то копирайтер мог просто написать, а оно по факту ничего общего не имеет с действительностью. Понимаешь, о чем я говорю? Просто человеку какому-то заплатили там 50 гривен, он написал текст, а ты в него веришь. Потом я понял, что надо начать доверять себе. И, собственно, исходя из этого, вот я шаг за шагом, снимая видео каждый день, выпуская на этом же канале «Дневник утра», шаг за шагом пришел к тому, что работает. Что не работает, убираем, что работает, оставляем. И таким образом вот это все и получилось. Поэтому вот все сообщество трезожники — это путь наработок времени. Большое количество людей через это все прошло, и большое количество в этом всем осталось. Я лично через это все прошел. И, собственно, дальше будем это все развивать. Поэтому я с удовольствием тебя приму в наши ряды. Если тебе действительно это нужно, если тебе это нужно, все ссылки в описании. Намерение — это хорошо, тут важно подкрепить это все действиями. Если тебе это не нужно, это тоже решение, и это тоже хорошо. Это важно это осознавать. Важно это осознавать, не обманывать себя. Самое страшное в этом всем — обман себя. Потому что ты можешь обмануть кого-то там, и это покажется вообще ничего не важно, не страшно. А обманывая себя, ты же от себя не уходишь. Понимаешь, ты же есть у себя. Ты есть ты. И ты от себя никуда не уйдешь. И не нужно от себя уходить, не нужен этот рассинхрон. Вот послушай предыдущее подкаст, который я записывал относительно собственного «я». Вот это вот ключевое, чтобы ты себе начала себе доверять. А инструменты, где взять, ты знаешь. Все ссылки в описании. Выбери лучший себе метод оплаты. Если метод какой-то оплаты тебе не подходит, напиши мне. Это нормально. Напиши мне. Я подберу для тебя оптимальный способ оплаты, чтобы не было для тебя это ступором. Я специально все расписал не потому, что там почему-то, а специально все расписал для того, чтобы у тебя вот точка входа была как можно легче и проще, чтобы не было вот этого ступора. Ты сейчас там примешь решение, а ступорнешься там на методе оплаты, допустим. Чтобы такого не было, напиши мне. И не бойся писать мне. У меня нет такого, что знаешь, у меня иногда проскакивает такое, не хочется кого-то тревожить. Вот я тебе говорю, ты меня не потревожишь. Напиши. Если я там сразу не отвечу, я обязательно, время придет, я тебе обязательно отвечу. Это вопрос, как правило, там 24 часов. Отвечу, все сделаем, пойдешь по плану, пройдешь это все. Никакой магии. Самое главное, чтобы не было вот этого понимания, что есть какая-то магия. Самая главная магия — это вот есть ты есть у себя, и ты сделаешь так, как нужно тебе. Не кому-то, а тебе. И вход в сообщество — это самое первое проявление заботы о себе, инвестиции о себе, в себя, инвестиции в себя. Люди часто пишут в комментариях, и хочу убрать от себя вредные привычки, если так обобщать, да, что мне сделать? И в большинстве случаев этот вопрос задается для того, чтобы не получить ответ. Потому что когда человек получает ответ, он как бы в ступор становится, потому что он не готов там предпринимать никаких действий. Представь лучшую версию себя, представляешь? Вот который все, что ему нужно, успевает. Все, что не нужно, он отсекает. Он занимается чем хочет. То, что не нравится, он убирает со своей жизни. У него есть финансы. Он имеет возможности реализовывать какие-то свои планы и проекты. Он имеет возможность отдыхать. Он имеет возможность, купить жилье, если
в долгосрочной перспективе смотреть. Он может накопить, потому что он стабильный. Потому что он может сейчас $100 отложить, и через 2 месяца у него эти $100 не уйдут в ликероводочный или барыги еще, а эти $100 там он добавит еще $200 к этому. А подвернется какой-то проектик классный, заработает себе на квартиру, купит себе эту квартиру, будет жить в этой квартире, а не спустит это все куда-то, потому что подумает, что в следующий раз придет это все точно так же, как и пришло сейчас. А купит квартиру, он же по-другому будет себя чувствовать. Ну или какой-то для тебя более важную там покупку совершит. Стабильность появится, когда ты сможешь управлять свою жизнь, контролировать свою жизнь. Когда ты распланировал или распланировала и можешь добиться этого результата. Потому что знаешь, что завтра ты проснешься, и у тебя не будет болеть голова, тебя не будет тошнить. Или вообще завтра не проснешься, а проспишь сутки. Или знаешь, как в большинстве случаев это происходит перед самыми важными какими-то задачами, перед самыми важными обязательно происходят какие-то попойки, какие-то загулы, и так, чтобы жестко, чтобы точно вот это очень важное мероприятие, чтобы точно оно не прошло так, как нужно. А если пройдет, значит, от тебя сошло с рук, и, значит, на следующее мероприятие какое-то важное ты обязательно приложишь все усилия, чтобы его не довести до ума. Ну, вот стабильность появится. Ладно, мы тут как те гости, да, когда прощаемся уже 20 раз и не можем никак попрощаться. В общем, надеюсь, я тебе идею раскрыл этого всего. Я тебе донес, почему это нужно тебе, и почему в себя необходимо инвестировать, почему важен вход в сообщество твой, тебе же. Ну и, собственно, буду ждать. Тогда до следующего подкаста. Будем на связи, все ссылки в описании. Переходи, ознакомливайся с информацией. Будут вопросы, пиши, все помогу, подскажу.